Выступления российских звезд в Гагаузии – это результат обещаний, которые давались политиками в предвыборный период. Так, в феврале нынешнего года жителям автономии посчастливилось посмотреть на живого Олега Газманова, причем дважды, послушать песни Стаса Михайлова. Сегодня на камрадской сцене выступает легендарная группа «Нана». Вживую или под фонограмму не столь важно. Главное, они в Гагаузии, и людям это нравится. Больше бы таких праздников. Спасибо, кто организовал. Это шикарный праздник на сегодняшний день, что вот, боже, наша Гагаузия. Гагаузия – это супер. Сестры приехали к маме в гости и попали в такой праздник. Очень рады. Мира, чтобы все страны дружили, чтобы Молдова была вместе с Россией. Подобная концертная акция проводится в Камрате впервые, и, наверное, это просто случайное совпадение того, что проводится она в преддверии всеобщих местных выборов, примары и советники. Представитель оргкомитета Юрий Боев говорит, что очень важно, чтобы все знали, что Гагаузию с Россией связывают тесные исторические и духовные связи. Хочется, чтобы Россия увидела, чтобы весь мир увидел, что мы дружны, что у нас очень тесные связи с Россией, и не просто экономические, у нас духовные связи, исторические связи. И Россия, она на протяжении, наверное, своего развития всегда была рядом с нами. Мы гордимся тем, что мы говорим на великом русском языке. Мы гордимся тем, что исповедуем православную веру. Мы гордимся тем, что мы являемся неотъемлемой частью русского мира. В концертной программе приняли участие и звезды молдавской эстрады, участница Евровидения 2006 года Наталья Гордиенко и другие молдавские группы. Но основой праздничного мероприятия, его главной интригой, конечно же, было выступление прославленной российской поп-группы «Нана», специальных гостей акции. Поэтому их появление на сцене вызвало бурю восторгов.